Приветствую на территории симпозиума, посвященному эпосу хакасскому эпосу. Проходите, пожалуйста, располагайтесь. Решили сюда проходите. Решили мы сегодня начать с юрты. Возьмите еще кресло. Все, да? Все собрались? Меня зовут Инна Майнагашева. Я специалист по нематериальной ценности в Центре культуры имени Кадышева. Сегодня мы хотим вам продемонстрировать подстрочное действие седлания богатырем своего богатырского коня. Я буквально взяла книжку, потому что вчера мы работали по сценарию, и возникли вопросы, с какого эпоса, что было взято. Сегодня я вам показываю, что это Алтын Тайжи. Я считаю, что это самое подробное описание всей жизни богатырей, как руководство к действию, поэтому я решила тоже с ним работать. Мы здесь в этой первой юрте проводим кружок Арбахор, где мы читаем эпос, когда находим нужные сегодня нам ритуалы, обряды и действия, как в лаборатории, прочитаем, встаем и пытаемся исполнить. И обучать этому наше население, чтобы мы могли правильно это все делать. К моему счастью, я нашла в Алтын Тайжи очень мне нужную полезную вещь. Я нашла, как нужно правильно делать в юрте сек-сек. И здесь буквально написано, что Алтынарых встала перед имя наречением своего младшего брата, белым молоком ополаскивает рот, выплевывает, берет вторую пиалушку с арага, с айранной водкой. В первую очередь подношение делает она к огню. Вот берет пиалу, подходит, садится перед очагом. Первый сек-сек обязательно надо делать огнем. Мы раньше были пионерами, мы путались. Кто-то делал сразу порогу. Потом я узнала, что когда ты в первую очередь делаешь к порогу, это ты делаешь темным сторонам. И вот вроде бы как небольшая ошибка, а перевертыш получается, поэтому очень важно, и я очень сильно обрадовалась, когда выправила в своей судьбе вот эту очередность. Сначала огню, потом разворачивает, делает хозяину порога, потом подходит и делает чаяном через тундук. Потом стелит белую кашму, садится, и происходит имя наречения. Мы сегодня все эти моменты пропускаем, конечно, потому что нам дали очень маленький временной отрезок. Мы сегодня показываем седлание коня. Вот наш герой, который будет седлать коня, которому по сюжету имени ни коня, ничего нету. И мы сегодня только объявили по эпосу этот торжественный день. И я начинаю со страницы 40. Арғыш оны шыл келгенді, когда народ собрался. Алтынарық шежелары асы азып, тапсып одыр, тіл сейбіріп, сөйлеп одыр. Шасты қалған тұңмымны, ерсейнені шиткенже арадына да бен сағыдым. Алтынарық азық үстіне тұр кейіліп, тоғыз құлыс шебік арғымжыны Аттадалбан туңмазына тасти берген. Арын шулы аттөрі жәң. Халын өрлік ағой асқырды мүнір адың атсені өспірген. Парып тұт кел аны. Так. Анылы искін ербалы. Ақырғыдың сығар ойлы бұсқын. Чебік арғым жүзін тұтуны. Аста үрде... Сейчас он обратно будет заходить. Ну пусть поснимает, да? Аста үрде болбанды,
Ахуятты алтын тәйке шеттірген, ахырғы ебіге кіріп сөйлепші. Атты тұткендім шәжем. Аны истіп алтына арық, азық үстіне тұрып. Здесь будто черный сундук. Я читаю, но... Азық үстіне тұрып, тоғыс басқа үнендірі толғып, тоғыс асты қары сундуғына азы бысқан, көрелі кезерін, күмістік үшігенін, тоғыс қадыл құян сапшан сығарған, алып кізе езір шүгенін бүрі қап, ибдің сығар барым сықын. Так, вот эти действия мы немножечко вам сейчас показали. По тексту сейчас мы начнем подробный рассказ, описанный в выпасе, как он будет седлать коня. Поэтому, уважаемые гости, теперь потихонечку, не пугая лошадь нашу, выходим на улицу, выстраиваемся вокруг того места, и мы продолжим. Турган. Туда, наверное, туда больше надо пройти. Туда давайте расположимся, чтобы коней подальше, по большому кругу. Чүгінін ағойеттің базына сұқын. Уздечку на голову. Да. В этом отличие действия. Строчками мы быстрее бы побежали, а в действии, конечно, мы Я повторю вам текст, который мы в юрте продемонстрировали. Күрелік изірін, күмістік шүгінін, тоқ сқадыл хуян, ачан сапшан сығарғын. Алып кізі изір шүгінін пүріқап, ибдің сғыр пары бұсқын, шүгінін ағойеттің базына сұқын, күрелік изірін арғызына салғын. Сейчас начинается демонстрация с седлом. Все очень красиво, почти что как у богатырей, правда? Замечательно. Хости киіліп, қосқын сұқын. Хобайып, қолық тартқан. Көзінің төрт қолық. Пилінің писқолық тартқан. Раньше богатырские кони были большие, поэтому ремни были по 5 штук, нагрудники по 4 штуки. Но сегодня, конечно, мы все имеем другие размеры, поэтому сейчас демонстрируем по тексту нагрудники, ремень. Еще будет подхвостник. В выпасе Холбыев Холых Тартхан написан художественно, что он, когда подтягивает вот этот ремень, конечно, он выгибается, силу прилагает. И вот это вот художественное описание Хайджи, как видит, так и описывает. Поэтому
когда читаешь, конечно, в воображении рисуются волшебные картинки. Хости килип, хосхун, сухон. Вот сейчас демонстрация, что вот хосхун вообще по описанию в описи. Конечно, у вас все очень нарядно, элементов много, поэтому получается вот тем и интересно, что мы совмещаем действие с текстом и наглядно смотрим, как это в деле бывает. С кистями. Замечательно. Күрелі кезірін күмістігі чүгінін, тоқ сқадыл хуян, атчан сапшан сығарғын, алып кізі изір чүгінін бүріғап ибдің сырпарығысқын. Чүгінін ахуеттің пазына сұқын, күрелік изірін арғызына салғын, хости киіліп хосқын сұқын, хобайып қолық тартқын, көзінің күрт қолығы пейілінің пес қолық тартқын. И еще один нюанс, который, конечно, мы все знаем, что в эпосе богатырский конь для богатыря это не просто конь, это товарищ, который сопровождает его во всех путешествиях, в боях, в ранних эпосах. Конечно, конь бывает и умеющий разговаривать человеческим языком, поэтому он и обучал богатыря своего, неказистого или молодого. И, конечно, у них должна была быть очень тесная связь. Иногда у коня дух был мощнее, чем богатыря, он ему всему обучал. Поэтому богатырь с конем, конечно, разговаривал, взглядывал его глаза, чувствовал его настроение перед тем, как сесть, мысленно договаривались, куда мы едем, зачем мы едем. Дальше. Изірліп, ибіріп көштұрзы, атчақсының икі қарағынан от көй тұрған осқыс боладыр. Икі таназының қыбын тосқылып тұрған осқыс боладыр. Арын жолы аттың шібіктінің тұтқан, изің етеп, изір қазының тартынып, изір ойымына ипти-тапти одырған. Так, вот он поправляется, проверяет все свое вооружение, все свои запасы, все свое. Абы жақсы жонға, аным жоғын берген, палбыды бұл запастырып, арғылысының еден, мақыдды бұл засоплыдып, это вот сначала шагом, палбыды бұл запастырып, мақыдды бұл засоплыдып, переходит на скач. Аргылысының еден, иліңді шарның шайылдыры шөріп, под нами земля трясется, и мы ему в дорогу благословение говорим. Шоланды шолың болзын, шолдағызы синий болзын, алғызы біз шейдіп, алдағызы синий болзын. Дорогие гости, нам сегодня продемонстрировал седлание коня Эдуард Иванович Ухварин. Конно-туристический комплекс «Золотая подкова». Читала текст Инна Майнагаша, специалист Центра имени Семена Прокофьевича Кадышева. Уважаемые гости, для дальнейшей беседы и мастер-класса просим вновь войти в нашу уютную юрту, и мы с вами продолжим беседы. По эпосу, если есть вопросы-ответы, пожалуйста, проходите в юрту, желающие. Но на сайте Центра Кадышева в традиционном отделе стоит фильм, который называется «Уштунтой», где первая часть мы сняли Уштунтой, который в прошлом году проходил в этом сквере, а вторая часть называется «Арбахор», где мы как раз вот попытались показать вот эту лабораторию
Это не отрепетированный был момент. У меня микрофон работает, да? Выключить, да? Наверное, выключу, да? Меня слышно? Ну все, тогда я выключаю, все это снимаю. Где мы... Почему вот эта мысль возникла? Потому что, во-первых, наше поколение, мы сами были пионерами, комсомолами и упустили, конечно, этот момент. А наши родители, когда мы к ним обращались за каким-то вопросом, им просто было все запрещено, потому что, вы знаете, после революции были жестокие времена. И вот эта цепочка, она чуть-чуть не оборвалась. Мы как-то успели подрасти и спохватились и начали вот эту цепочку немножечко подтягивать, начали своих ребятишек уже обучать хакасскому языку, обращать на все это внимание. Но когда мы постарше стали, возникает такой вопрос, что нам надо еще плотнее, еще глубже к этому приступить, потому что, ну вот слава богу, в последние годы началось движение Нинима. Сергей Утрушев Шишиловья. Первый кильфутрана. Первый иштфудрнер. Первый утренар мадолор. Меня? Да. Меня? Угу. А что? И я уже говорила, что мы здесь нашли Алтын-Тайжи, где вот прямо руководство подробно-подробно. Вы по сегодняшней демонстрации, наверное, поняли, да, что все очень подробно. Действие за действием, цепочка за цепочкой. И ошибиться, и астахпарга здесь где-то нету места, да. Также я хочу сказать, что мы здесь читали, начали мы с эпоса Харахусхун, Великий Ворон. Он со своей сестрой оказывается на третьем небе, сами по себе, 9-гранный железный столб описан там, и на третьем небе стоит юрта сбоку вот этого столба, и там начинается эпос, что там мальчик и девочка. Они отца и мать не знают, вдвоем сидят, кушают и слышат, как всегда, топот коня, где съезжаются женихи к сестре. Мы почему взяли этот эпос? Потом оказалось, что это правильный выбор у нас был, потому что здесь описано 3 поколения. Первое поколение поселились на третьем небе. Сестра с братом Харахусхун потом, конечно, путешествует, как всегда, за своей невестой. Ему как всегда в эпосах, алтын книгада, алай күміс книгада, в золотой книге или в серебряной книге описывается вся судьба богатыря, нерожденного. Есть сундуки, как мы сегодня демонстрировали, черный сундук, который открывается, разными голосами поет. И в этом сундуке, как в матрешке, разные сундучки. Это такие волшебные сундуки, конечно, это не наши современные сундуки. Если люди живут на третьем уровне неба, там каждая часть, каждая деталь в своем сундуке, но каким-то образом, когда ты его открываешь, каждая деталь со своим сундуком выходит. И вот какие-то такие волшебные сундуки, казалось бы, волшебные, но недавно, по телевизору. Сейчас все путешествуют, все выкладывают. В Китае я видела, демонстрируют такой сундук, потому что китайцы народ кропотливый, они, видимо, тоже нашли описание и уже сделали это. Потом в другом эпосе, когда богатырь погибает, сестра, вы же знаете, да, что в богатырских эпосах описание есть, где богатырши нужно, когда что-то увидеть, посмотреть,
путь, дорогу, куда и что, и чем это закончится. Есть такая позиция, они садятся, сидят, Алтынарах смотрит в зеркало, она делает коридор из зеркал, она смотрит там, где Поранинджи летит на своем драконе, да, змеи пестром, крылатом. После этого она открывается и говорит младшим, что есть такая дорога, есть такое место, где стоит девушка из красного камня, с одной груди течет живая вода, с другой груди течет мертвая вода, перед нею лужа, где, если ты там попадаешь в эту лужу, полностью восстанавливаешься, вновь рождаешься, вновь возрождаешь физическое тело. А когда мы в детстве читали, ну даже в молодости, я скажу, в 20 веке, когда мы читали об этом, когда не было путешествий, Geographic, и не было интернета у пионеров, мы эту фантазию, ну вот, читали мы как сказку. Но недавно один парень онлайн показывает, говорит, я вот брожу по Тибету, я вот добрался туда-то, туда-то. Мне вот сказали, что где-то есть камень, девушка из красного камня, и когда-то у нее из одной груди текла живая вода, из другой груди текла мертвая вода. Я прямо окаменела вся. Я прямо вся к этому экрану. И парень спокойно подходит. Представляете? Конечно, после таких картин подходит и говорит, вот бассейн, где должна быть вода, а вот девушка. И снимает вот эту девушку, вырезанную из красного камня, и есть следы, что там текла вода, белесые такие, и из груди текла вода, и везде есть следы, и даже потом, куда она утекала. А у нас в эпосе есть описание, когда девушка поехала достать вот эти лекарства, чтобы оживить богатыря, там у них есть пески, куда конь проваливается по грудь. У него горит все, все сгорело, у него копыт отваливается, конь падает, не добегает, богатырь крутится, потому что он тоже ходить уже не может. Такая долгая была дорога, потому что там не только пески горячие были, там еще пески огненные были. Такие явления, очень много есть описания в эпосах, но самое интересное, когда богатырь путешествует в страну южную, где царь лежит прямо с огромной бычьей головой, а мы же знаем, кто в нижних странах поклонялся быку, золотому тельцу, да? И вот догадаться можно, что он добирался до этих территорий, до этих ханов. На обратной дороге ни огня, ни вот этих горячих песков. То есть это такие преграды, волшебные преграды, чтобы никто не дошел и никто... Сегодня у туристов нету таких преград, поэтому нам доступно все, мы везде ходим, все трогаем руками, все это, конечно. А тогда были вот такие мощнейшие преграды, где не каждый конь и не каждый богатырь мог долететь. Богатырь, конечно, добирается, перекатываясь, падает в какую-то воду, потом он постепенно начинает оживать, приходить в себя, и полностью восстановился, встал и видит вот эту деву из красного камня, вот эти ручьи. Он побежал, коня омыл, опоил, и, конечно, конь тоже восстановился, у него копыта, все восстановилось. И вот таким образом он добывает живую воду и мертвую воду, привозит, так они оживляют коня. Поэтому в 21 веке я хочу сказать, что эпос я уже не читаю как сказку. Особенно после эпоса Харахусхун, я сегодня эпос читаю как историю цивилизации человечества на планете Земля. Потому что Харахусхун — это первое поколение на третьем небе. Ну, надо полагать, если дух спускался сверху, и он оказался на третьем небе, то мы своим реальным 3D-зрением его, конечно, вообще не видим и не ощущаем, потому что нашего зрительного света не хватает увидеть тот свет божественный, да, белый свет. Потом
Конечно, они сочетаются с богинями, со звездами. Звезды тоже в силу безусловной любви старались помочь человеческой цивилизации, спускались на землю, выходили замуж, рождали детей, но с каждым поколением, с каждым рождением, с каждой скрещиванием ДНК, описанным в Золотой книге или в Серебряной книге, тела уплотнялись, конечно. Второе поколение, сын Харахусхуна, назвали его Алтын Сараши. Это второе поколение, то есть если Харахусхун первое поколение, Аддазы, Инезы, то икинчизы Алтын Сараши. Ну, можно сказать, что мы называемся учеными желтой расой на планете Земля. То есть мы вторые, и мы золотые дети планеты нашей или человеческой цивилизации. И я могу так утверждать, потому что у нас есть период алыптыгнамахов, где все имена идут алтын. Алтын не в смысле золотой, а в смысле священный, святой, или я не знаю, как вот есть же вот эти вот свечения золотой. Третье поколение. Тут очень интересный момент есть, когда Харахусхун возвращается, жена сидит, плачет, он говорит: я уезжал, ты плачешь, приезжаю, плачешь через столько лет. Что случилось опять? И она рассказывает. Она говорит: сначала я родила девочку, спустила вдоль столба вот этого железного, 9-граненого, хотела его там спрятать, чтобы ее никто не украл. А я думаю, странно, не проще ли защитить дочь свою, когда ты находишься рядом, и почему надо было спустить туда, где земля еще была населена разными сущностями, и вы еще туда не спускались и там не пребываете, почему своего ребенка надо было туда прятать? Ее естественным образом земные украли сразу, забрали к себе, как эти 40 коромысел с ведрами и обязали воду таскать. В общем, это такие тяжелые обременения у всех. Потом я, говорит, родила мальчика. А мы, когда сидели, тут читали эпосы, я думаю, ну как это она так сначала родила, потом несколько месяцев проходит, потом она мальчика рождает. Ну, в общем, мы, как люди 21 века, включили науку и думаем, ну, правда, хоть и сегодня, если девочка рождается 7-месячной, то она вполне человек и выживает, может быть человеком, да. А мальчика надо обязательно до 9 месяцев донести. Ну, и опять же нам помогает сегодня интернет. Есть случаи, когда сегодня уже рассказывают, что дети рождаются вот через несколько месяцев. Мама рождает одного ребенка раньше, донашивает, и вдруг опять рождается. И вот такие сюжеты тоже есть в интернете. И опять это тоже доказывает, точно так же, как мы сегодня доказывали, что с тех давних времен, то есть все ритуалы, все обряды, все вот эти законы человеческие, они были принесены и спущены. У нас же информация спускалась сверху вниз, и есть еще письмена, которые и пишут сверху вниз. Потом, конечно, мы меняли справа налево, а сегодня мы уже слева направо. Поэтому промежуточные времена, средние века, не всегда надо читать, как мы сегодня читаем, слева направо, потому что перевод получается неправильный, чтение тоже. И когда ты его читаешь справа налево, все встает на место. Есть такие периоды, об этом тоже надо, конечно, помнить. И еще я хочу рассказать о своем радостном открытии недавно, тоже, конечно, с помощью науки. Помните Алтын Арых, да? Когда Алтын Арых погибает, они рассыпаются в белый песок. Вот это тоже было самым таким неразгаданным
местом в этом эпосе я очень серьезно подходила к этому эпосу 4 раза, в 4 разные возрастные промежутки. У нас даже были споры. Говорит, мои 19-летние студенты все плачут, когда Алтынаров читает. Я говорю, 19 лет я тоже ревела. Мне было жалко ужасно Алтынаров. Потом я повзрослела, начала читать и ужасно сердилась за то, что она такую великую силу, божественный дар потеряла из-за небрежения, из-за того, что она гуляла, не слушалась своего племянника. Да? У меня этот был период самый тяжелый, потому что это зависит от личного опыта, от жизненных ситуаций. Потом я в 40 лет опять, после поездки в Якутию, гастроли в Якутию, послушав там Аламхо, послушав все вот эти вот исполнения, театр Аламхо посмотрел, я приехала и разложилась 4 книгами Алтынаров, 2 перевода на русском и 2 перевода хакаско-русский, красную и черную книгу, так скажем, да. И начала читать. Конечно, вот эта тайна рассыпания в белый песок опять не открылась. Слава Богу, мы сегодня живем в 21 веке. Буквально на днях, готовясь к симпозиуму, вдруг мне попадается, ну чудеса только и скажешь, на страницу попадает видео, где изобрели динамо. Они говорят, динамо, вот такой круг. Включают, она нагревается, создается электрическое поле, магнит. И вокруг рассыпан песок, маленькие такие шарики. И ученый рассказывает, говорит, набираем по программе форму человека, когда динамо-машина включается, раз, собрался человек. Богатыря набрали, отключают динамо-машину, и все вот так рассыпается, как белый песок. Как в Алтынарах. Я поэтому говорю, видимо, мы сегодня в 21 веке приближаемся к той территории Ол-Черге, где пребывали богатыри. И я так с радостью, потому что мне легче стало все это понимать и распознавать только с наукой. Без науки к эпосу подходить. Ну вот весь 20 век мы промуружились, и ничего не поняли. Пока не наступил 21 век, пока вся эта технический уровень не дошел до этих уровней. И постепенно вот эти открытия помогают нам раскрыть. Потому что, ну где бы я, сидя в Хакасии, узнала бы про эту красную деву, с которой вот я бы туда не добралась, я бы не узнала. Но, слава Богу, есть интернет, парень дошел, показал, и нам уже... Я потом, конечно, открыла книгу, подстрочно прочитала, один в один. Значит, это и есть место. Значит, она села, увидела это место, нашла эту воду живую и мертвую. И вот так они добывали. Конечно, таких мест много очень. Описано озеро на Алтае. На дне озера росла трава, то есть помных. А вот, который лошадь, туда только лошадь добралась, лошадь приносит, и разжевывают они эту траву. Но вы должны четко понимать, что на 3-м уровне, на 2-м, на 3-м уровне неба, во-первых, атмосфера, разряженный воздух, это совершенно не то, что надо. Ой, не то, что у нас сегодня на Земле. Молекула воды, соединение молекулы воды другая, молекула соединения воздуха другое. Там волшебный мир, там материя люцида, там все возможно. И в поздние времена, конечно, уже почти к нашим временам, были такие волшебники, которые, ну, по описанию современных учебников, может какой-то йог, может быть какой-то тибетец или китаец, может быть индус, достигают какого-то такого уровня, что они могут по щелчку какой-нибудь предмет иллюзорно вызвать или показать нам, или еще что-нибудь, или еще более этого. Ну, кто какого уровня достиг. Но в богатырских описаниях, конечно, когда мы читаем, у девушек возник вопрос, но почему-то девушки то ли оскорбились, то ли обиделись, что жених, когда берет невесту, он ее стряхивает и превращает в шестюк,
и в карман. А потом добирается до своего неба, появляется в доме, кидает об пол, и встает девушка. И вот вопрос был, как они так перемещаются, как это все делается, как это возможно. Я, конечно, очень хитро промолчала этот вопрос, потому что сегодня я это объяснить не могу, поэтому рассказываю только то, что уже мы понимаем, что есть уже доказательства, что уже показали, что уже узнали. Поэтому мне очень любопытно стало, когда начала выявляться. Я нынче опять хочу начать читать Харахуску, потому что первое чтение мы, оказывается, естественно, после работы все проследили сюжет. Но это невозможно оставить, потому что с каждым разом все открывается и открывается. Одна девушка приходила, которая попутешествовала очень много по миру, все учения, видимо, с любопытством заглянула, и она как-то пришла и что-то вот начала про чакры говорить. И спрашивает, чакра, которая называется Сахасрара, говорит, может быть, вы подскажете, что это означает? И Муладхара спрашивает. Мы начали. Я говорю, ну разве ты не слышишь, что там произносится? Сахсгара. То есть это когда сахзу уже схпарван, уже человек, уже все раскрылось, уже сахсгара. Она говорит, правда, что? Это же вот означение, это уже состояние, это вот все. Я говорю, ну пусть это будет на языке, я не знаю, на каком-то языке названо, Сахасрара, да, но на хакасском языке мы это ушами, когда слышим и начинаем вот так вот по слогам раскладывать, мы сразу понимаем, о чем это. Потому что Конфуций он по-русски, по-европейски звучит Конфуций, а когда ты смотришь, как он написан кун ц з ю, кунцзю. И когда мы говорим кунцзю, что это такое? Это кунцзю, это луч солнца. Это луч солнца, это мы еще говорим ис, это знание, сус, это луч, это тоже знание, которое приходит с лучом солнца, это вот знание, которое по линии солнечной, то есть есть алтынчип, золотая нить, есть кумюсшип, лунная нить. Хайджи всегда подключались или к золотой нити, или к лунной нити. Вот сегодня, когда гаджеты появились, я вот не понимаю, как работает сотовый телефон, но он работает, и я по нему общаюсь. Тогда понятно, что есть вот эта вот связь, не знаю, как ее назвать, у меня же образования не хватает, атомная какая сказать, в общем, я не знаю, космическая вот эта вот связь. И хайджи, конечно, подключался, и у каждого хайджи был свой уровень. И я еще хочу сказать, что я думаю, что хайджи, я уже уверена, убеждена в этом, что хайджи не сочинитель, не поэт и не писатель. Он ничего не сочиняет. Он подключается к твоему лучу. Вы знаете, да, что у хайджи есть ритуалы. Он делает подношения, он делает сексек, он готовится. Может быть, они умели медитировать. Потому что у хакасов есть, кроме р, саран, тахпах, есть еще такое состояние хнанс называется, когда человек сидит и дыхательные, и всякие разные. Вот это, я думаю, а представьте, еще у него есть еще струны, которыми он делает вибрации. Поэтому, когда хайджи играет на хомусе, считается, что 3 струны. И вот хайджи, который играл на хомусе, никогда не достигает того уровня, который играет
на 7-струнном чадхане или на 12-струнном чадхане, потому что 7 струн это буквально вот 7 уровней, которые защитные слои планеты Земля, 7 платов. Читта платом шаавлх ширсубус, да, и каждый плат ткет богиня. И хайджи, когда путешествует, вот в эпосе описана великая этика человеческой цивилизации. Я уже не хочу никаких национальностей произносить, потому что это такая великая история, это такая большая территория, потому что в эпосах у нас и Алтайсон, и Кирмсон, и все вот эти территории, все вот эти, и они на летающих конях, и скорости очень были большие. А давайте я вам прочитаю про лошадь Алтын-Сарачи второго поколения. И чтобы интересно мне услышать ваше мнение, что вы по этому поводу будете думать. Ein Moment. Так. Сейчас. Очень захотелось вам прай Алтын-Сарачи. Потому что индийский эпос Рамаяна, там сняли уже индусы фильм, и там описание есть не описание, а даже снято уже, что хозяин всех богов летает на таком аппарате. Он весь из золота, у него есть лопасти, заводится, у него есть звуки. И тут точно такой же у второго поколения конь появился, отца дома не было. Он сам родился, сам себя назвал, у него свой конь. И так. И еще, знаете, вот этот Алтын-Сарачи, второе поколение, такой большой загадкой тоже было. Во всех богатырских сказаниях описание есть, когда он правую руку поднимает, бьет. Богатырь, конечно, падает, но потом он почему-то говорит: вот отцовскую руку правую ты познал, но ты еще не знаешь левую, материнскую. И когда он поднимает левую руку и бьет, начинается обледенение планеты. Это катастрофа такого планетного уровня, левая рука. Я думаю, это из-за того, что материнская сторона, а когда мы на планете, то в нас пребывает сила Матери Земли. И так как мы на планете, вот когда мы с материнской силой начинаем действовать, делать, то это очень опасная ситуация. Происходит обледенение на несколько километров, там, где никогда не обледенели реки, льдом не покрывались. Все начинает застывать, все начинает мертветь, и наступает катастрофическая ситуация на планете Земля. И это применение в крайнем случае. Обычно они всегда дерутся правой. Еще почему, я думаю? Ну, потому что считается, что женская это темная сторона. Это когда человек от безысходности, конечно, он начинает впадать в темную сторону, уходит в темную сторону, и начинает он эту силу натягивать и начинает действие приводить. Почему здесь всегда стоит запрет у хакасов, и не только хакасов. Потом, конечно, они вообще сказали, что женщины это все плохое и черное. Нельзя это трогать, только мужчину, там все поднимать надо. Но потому что это великая сила Матушки Земли.
так как мы, когда мы живем или стоим на земле, конечно, если мы эту стихию поднимаем, то это... Поэтому Хакасы всегда призывает к тому, чтобы правильно сильно было, говорят, надо всегда держать равновесие. Особенно в наш сегодняшний век это очень важно, контролировать всю ситуацию нам, потому что в 20 веке нам говорили 7 раз отмерь, прежде чем отрезать. Мы старались следовать этой пословице, потом нам говорили подумай, прежде чем подумать. Мы тоже задумались, надо подумать, надо посоветоваться, спросить, а можно ли, нельзя ли. Но в 21 веке уже работает ситуация, когда подумай, прежде чем подумать. А у хакасов есть пословица «Табрах ниметр». Что быстрее всего на свете? Мысль. И представляете, как мы жестко должны себя контролировать и держать всю ситуацию в равновесии, потому что мысль вылетит, его не поймаешь. Да? И прежде чем подумать, значит, чтобы не выпустить эту плохую мысль от себя, потому что стоит кюрентас, зеркалит все. Когда мысль твоя плохая уходит, стукается, объединяется там со всем тем подобным, потому что работает закон магнита космического, и там все накопилось по магниту, каждый черный к черному, красный к красному, зеленый к зеленому. Если твоя мысль черная вылетела, пришла к черному, там его столько много, и он в стократном размере, а куда он возвратится? Потому что путь он один, он виден, и он пошел от тебя. Конечно, он по этому же пути и возвращается. Вот о чем нам говорит пословица «подумай, прежде чем подумать». Поэтому надо быть очень... Но мы, дети 21 века, не мы, а вы, уникальны, кристальны, поэтому вам это легче, нам сложнее, потому что мы перешли с 20 века, мы не успели хвосты свои обрубить, поэтому нам очень сложно. Поэтому вы за нами присматриваете, и если что, помогайте. Если заметите, если бачок, как вы говорите, если в чё. Ладно, я что-то не могу Алтын Сарычын найти. Еще что хочу сказать про это равновесие. Харахусхунда, Алтын Сарычы, Алтын Сарычының оғы. Здесь про розовый фламинго. Вот розовый фламинго очень распространенная ситуация, мы его показываем на праздниках, он у нас такой красивый символ, хороший. Хочу сказать, что вот здесь, в Харахусхуне, я встретила описание розового фламинго, и хочу вам рассказать, что такое, оказывается, розовый фламинго. Алтын Сарычы в битве, и вдруг слышит песню птиц, взглядывает на небо, летят 2 розовые фламинго и держат золотой ящик. Он понимает, что они летят к нему. То есть с неба спускаются 2 розовые фламинго, несут его золотой гроб, потому что он небесный и, естественно, спускает к нему золотой гроб с неба. И он это понимает, он бьется. Как только золотой ящик спустился на землю, крышка открылась, и он моментально оказывается там, крышка закрывается, 2 розовых фламинго взлетают и летят. И всем родственникам, всем племянникам, кто может его вызволить из этой ситуации, розовые фламинго летят и все время кричат: вот, мы уже долетаем до этого хребта. Если вы не успеете, мы перелетим за этот хребет, то душа Алтын Сарычына никогда больше не возвратится на планету Земля. Вот так это уносится. Унесли его, конечно, на тот дом на 3-м небе, который... И вот ситуация, когда мы в современном веке уже говорим, когда парень розовый фламинго приносит, ни один хан, ни один отец не может отказать и отдает дочь свою в жены, да? Вот эту историю же все знаете, да? Это, оказывается,
когда парень убивает розовый фламинго, он дарит отцу бессмертие. Я убил твоего розового фламинго, за тобой розовый фламинго не прилетит, ты вечно будешь жить на земле. Представляете? Вот это Харахусхун мне вот этот секрет открыл. Вроде поздняя легенда такая, недосказанность, понимаете, сокрытие истины, почему она сокровенное сказание считается, потому что у всего есть время, крайнего тузунду пулургагерыс, и поэтому в какой-то век нельзя было открыть эту тайну. А сегодня все, Тузущит Кильган, все это открывается, потому что в 21 век нарождается другое поколение, и им это все надо, и потому что мы, видимо, Олсирзер уже очень Кильгов космоса, и мы, видимо, уже к тем территориям, может быть, мы к этим звездам уже подлетаем, которые и дали наша ДНК, сотворили наш сосуд 2000 лет, усовершенствуя. Здесь еще есть дуэт, битва, когда он спускается под землю, всех там уже победил, и вдруг, когда пошел уже последний путь, из-под земли появляется черная рука, шерстяная черная рука. А он такой бесстрашный богатырь, хватает эту руку, говорит, а кто тут мне дорогу преграждает? И вытаскивает его. Оттуда он вытаскивает слепого черного богатыря. Он говорит, ось земли ты держишь наверху, а я тот богатырь, которого Чаяна сотворили, чтобы я держал низ. И мне глаз не нужен, потому что там темень темная. И, видимо, здесь описана ситуация. Здесь обледенение планеты тоже описано, потому что он применил вот эту силу левой руки. И здесь у них начинается бой. Я думаю, вот у нас есть богатырь Алтын Арчоу, который гуляет целый день, пьянствует, из одного в другое ходит, и везде по свадьбам только гуляет. Сестра ругай, не ругай, которую мы сегодня демонстрировали, Алтын Тайжи, это был такой. А потом оказалось, что у него судьба, у этого Алтын Тайжи, и он рожден только для того, чтобы подтянуть ось, когда оно войдет в состояние эллипса. А когда, мы же знаем, Юла, когда состояние эллипса входит, она или срывается куда-нибудь, укатывается. Вот наши предки знали об этой ситуации. Они ее обозначили 3 шестерками. Мы думали, что шестерка это цифра сатаны. А когда появилась компьютерная программа, надо ставить точку. 6.6.6. И это вводишь ты в компьютер, и он показывает, что это эллипс. Вот о чем нам оставили знания наши предки, и вот о чем в эпосах наших все это сказано, имена названы, почему я говорю Алтын Тайжи, это поколение, это ну вот мы с красной кровью, кожей и вот так вот, да, состоим, а Алтын это вот другой сосуд, это другое тело, это другое составляющее, другие элементы из другого сделано, это совершенно другое поколение, это совершенно другая огромная пласт расы, которая жила и которая несла свою культуру, уплотняла и спускалась все ниже и ниже. И вот здесь у них бой, у хакасов нету белого, черного, плохого или хорошего. Вот белые есть и черные. Они оба созданы для чего-то, чаянами, творцами. Творец для чего-то, значит, для того, чтобы этот ствол контролировали. А этот, я по современной науке этого не знаю, но по описанию в эпосах он вылетает на 9 этих, и потом наши алыпы с нижним миром приходят с самого 7-го уровня ведьма, Хувод, которая называемая, и они вдвоем, перевоплощаясь, Хувод перевоплощается в красную белку и забирается наверх, а потом возвращается в свое состояние, и начинают они его тянуть, 3 раза тянут, подсаживают на свою эту тикпе. И Хувод не может, у него сил не хватает, а Алтын Тайжи, он все-таки сверху пришедший сын богов, поэтому он умеет.
он подтягивает на 9 уровень, все останавливается, все восстанавливается. Но и здесь описана вот та ситуация, когда он это сделал, оглядывается, все ханы разошлись, а призывали его все нижние, все верхние, и весь средний мир, 40-60 ханов среднего мира, тогда же планета не была так сильно населена. То есть все собрались, его просили, он был еще маленький. И когда он сделал вот этот великий подвиг, оглядывается, никого уже нету. А по пути еще и его добро, и хозяйство, и скот, и все угнали. Вот это говорит о великой жертвенности. То есть добровольный кандидат на великую жертву. Кыр ис тос. То есть войди, вычерпай и закончи, закрой. То есть испей свою чашу до дна. Христос добровольный кандидат на жертву. Вот об этих великих вещах в эпосе все есть. Что еще интересного в этом Харахусхоне еще вам рассказать? Еще одна вещь. Когда они на 3-м небе, и Харахусхон взглядывает вниз, он видит, что по 9-гранному столбу 9 черных богатырей забираются, не могут забраться, потому что это высоко, и скатываются. И когда второе поколение под землю, нижний мир ушел, и там бьется, и когда он подходит к этому столбу, видит ту же самую картинку. Тоже 9 черных богатырей, тоже карабкаются по столбу и скатываются. И когда он подходит, он, конечно, кидаются они сразу в битву, и он говорит, когда этот первый удар сделал, он говорит, с тех пор, говорит, как у меня стало 6 тел, я не встречал такого богатыря с такой силой. А теперь, говорит, у меня 9 тел, и я, говорит, встречаю такого богатыря, что меня, все моих 9 тел, ты так кидаешь. И тут, я думаю, стоит догадаться, что так как мы рождаемся на планету, чтобы научиться сосуществовать со всеми 3 мирами, мы должны научиться сосуществовать с нижними, договариваться, мы должны сосуществовать в человеческой социальной среде. Потом мы сначала познать должны законы матушки, потом наши человеческие. Потом матушка за нас попросит батюшку и отправит нас к батюшке, чтобы мы могли уже духовно расти и переходить постепенно в тот 9-й божественный уже уровень. И вот Харахусхон, да вот все есть, прям я не знаю, меня так это. Второе поколение видит, как 9 богатырей, богатырь, который уже 9-й уровень приобрел, он пытается пробраться в наш средний мир. Потом он родится человеком и будет осваивать наш мир. Сколько раз он родится по линии серебряной нити Худуай, это вот лунные духи, это туда уходят те, которые не успели добрать уровень божественности, и они должны перерождаться, потому они по серебряной линии идут к лунным богам, а лунные боги, которые у нас умай, души обратно приносят, а обратно зарождаются на земле. А те, которые выполнили эту программу, как Будда или как Иисус Христос, они перелетают по солнечному пути, потому что кун по-хакасски звучит кун, он еще имеет второе значение кын, пуповина. То есть если мы смотрим на планету, у планеты есть защитные слои, и Солнце – это пуповина, через которую Икар, помните, да, по европейской культуре, хотел перелететь, летел на Солнце, и у него недостаточно было набрано огня, то есть он не совпадал с качеством огня Солнца, и он сгорал, и он никак не мог долететь. А если у тебя набранные огни сочетаются с огнями Солнца, то ты, когда пролетаешь через планеты, этот огонь тебя не обжигает, потому что ты ему уже идентичен, соединения молекул уже одинаковые,
вы же, наверное, видели, да, когда на солнце смотришь, по солнцу пламя бегает, а посередине туда совсем другого голубого цвета небо видимо. Тут небо у нас с облаками, немножко другого цвета, по погоде зависит. А когда мы смотрим сквозь солнце, там совсем другого цвета, уже вот этот космический. Поэтому очень похоже, что это на самом деле есть пуповина, через которую души улетают туда уже, когда им не надо перерождаться на нашей планете. Они уже по уровню уходят, конечно, к другим звездам. Не устали? Кажется, Вот. уже. Я думаю, да, наверное. На сегодня хватит, наверное. Если у кого-то есть вопросы, вы, наверное, после Уштынтоя по воскресеньям будем здесь 2 часа встречаться. Всех приглашаем. Приходите, пожалуйста. Я у вас. Спасибо. Спасибо. Воскресеньем, да, пока не надо ноября печку топим, пока печка тепленькая, мы сидим, разговариваем, а на зиму перейдем куда-нибудь в помещение, наверное. Приходите, пожалуйста. Чакра? Я.